Вот так вот. И вот это вот январь месяц. Почти на исходе. Видишь, что творится. Так, короче, по льду не ездить, братка. Можно тут зарюхаться, не хрен делать. Это, в принципе, сколько ты ее тут должен зимовать, блин. Харис. Так вот. Ладно, месяц правильно я сделала, что поехал. Мне надо еще километров 15, больше 10 протоптать до точки. Хорошо, что сани не потащил. Тут этот кривной хреновый. Склон почти 45 градусов. Не едешь. Сейчас-то дорогу протоптал по своей дороге. Сани должен притащить. Так вот. Сюрпризы, да? Природа. Еще один домик. Еще одна избушка. Ну, дров-то тут заготовлено, будь здоров. Что сырых, что сухих. Сухие аж звенят. Внутрь заглянем. Вот так вот. Видно. Шкура висит. Соболь стальной. Видно. Мука. Вот. Приготовили. Сухие дрова разложили. Сколотилось сразу. Топор у дяди Саши острый, как ровненько, да, вытесывает. А этот старый строитель всю жизнь строил. Он же архитектора по образованию. Тут бригадиром была оленевод. Олени стояли тут. Там в недавнее время на оленях ездил. Там лишь 7 назад бурана купила. Начал на буране ездить. Теплые дни стоят для января. Пробился. Красота-то какая. Лепота. Тут и ветер поднялся. Погода поменяется, наверное. Обратно придут холода. Любак.
как работает кулемка. Кулемка дяди Саши. Вот так вот. Так он и работает. Аккуратненько. Как там говорят, надо будет деревом придавить. Так устроился. Вот вчера там речка тут есть. Оказывается, это вода по нему шла. Провалился туда. Выскочил. Там еще километров 25 пилить, да? А вся ходовка забита этой. Замерзла все. Решил тут переночевать. Надо же бурана отогревать. Ну, ходовку, в смысле. Снегоход. Печка старенькая, но ничего. Нормально все. Ружье сушиться поставил. Чехол. Палатку. На палатку поправил, загнал туда. Греть ходовку. Такие пироги. 7 час. До 6 чем-то. Ну, спасибо, избушка. А что хоть трава, все это наготове. Наколол, занес, затопил-то. Просушился. Жрать сварил. Что-то не сильно хорошо отогрел. Палатка ведь тебе не гараж. Холодновато там. Ну, хоть сколько-то отбил. Я за подшипники там переживаю. Приеду, менять надо будет, да? Парочка там, по-моему, есть подшипников. Такой вот быт. Волков что-то внизу нету. 2 штуки прошли. Вот я за ними и сунулся. Думал, там след дадут повыше. Или кого-нибудь там задрали. Поискать поехал. Ничего, вытащился. Веревки просушил. Нормально. Главное, тут рядом был. Да, перед темнотой только подъехал. Темнеть уже начало. Сложные места. Ездить-то. Глаз да глаз надо. Будет на будущее урок. Как говорится. До сих пор. Блин, и комом. Я не ездил по этой речке, не знаешь. Капканов сколько-то поставил. На пахучку. Так поставил. Что-то их тут 2 штуки бегает. Та 6 пропала. 6 штук где мы были. 1 раз прошли и все с концами. Может, еще прибегут. Ладно. Хорошо, что все с собой. Тут неделю могу прожить.
сегодня. Капкан этот стоял возле задранка лошади. А тут это соболь влетел там на задранке и попортил мясинку тут. Пришлось это снимать и везти сюда. У меня там в запасе капканы были. Я их поставил там подальше, отнес. А на пахучку поставил там у меня еще этой самки волчицы. Волчицы, короче. С прошлого года набрал, которая была. Ее поставил. Там еще рядом пахучка. Что-то пропала эта большая стая. Ну тут два волка бегают. Ну, один раз прошли. Я вчера их искать сунулся. Ну, походу, они вот как с дороги свернули. Там снизу олени, короче. Дикие олени. Диких оленей, видать, подняли и с ними вместе. Вот на эту сторону речки вышли. Так что зря я вчера сунулся по боку. Я там уже был этим рейсом. Этим рейсом что-то вода пошла и летел в сторону. Выскочила. Как почуял, что пахнет жареным, как дал газа. Выскочил. Но худовка вся замерзла. Вроде бы отбил. Отбить-то я отбил. Все равно-то она хорошо не отогрел. Это же насальники. На это очень плохо действует. Негативно, скажем так. Эх, зажигалку куда-то девал. Потеряла зажигалка. Развяжется же, если не прижгу. Вот эти два волка постоянно тут крутятся, эти мясные. Один здоровый гад. Они это лошадей тут мучают. Сколько я знаю, тут было Петра Афанасьевича под 60 было. Там вверху еще 40 с лишним было. Там вверху, говорят, десяток осталось. Нет, внизу тут где-то около 40 осталось. Из 25 кобыл 5 же ребят было осенью. И с этих же ребят еще 3 задавили. Это же никуда не идет. Да. Так что, ну как договаривались, короче, я должен капканы выставить, пару рейсов сделаю. И весной, как потеплеет, в марте, к концу марта, и строим туда. Будем гонять. Несколько буранов собрать. 4-5. Так-то тут ребята, оказывается, постоянно петли ставят, капканы ставят. И боятся туда, что у Валерки, что у дяди Саши, что у Ильича. И там сильно не задерживаются, ходом проходят. Знают, что могут лететь. Да. Но круг у них большой. Это считай сколько? Не 20 лишним прошло, не только прошли. До этого не были. И к этому задоранку, где мы капканы ставили, вообще не поднялись. Не видать, за этими оленями на эту сторону рванут.
с этой стороны остались. Ладно, еще что-нибудь, парочку. Капкан-то я поставлю, там есть, там вроде есть одно. Два капкана по дороге ставил. Одну сейчас поставлю. Посмотрим. До следующего рейса.